Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о введении с 1 марта временных ограничений на въезд иностранных граждан на территорию страны с целью недопущения проникновения и распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению, до 7 апреля ограничен въезд в республику иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми установлен безвизовый режим. Министерство иностранных дел и Государственная миграционная служба в срок до 7 апреля должны приостановить выдачу виз. Также Государственной службе охраны поручено оказать содействие миграционной службе в реализации данного распоряжения. Контроль над исполнением возложен на генерального прокурора Абхазии. Вот за февраль месяц, за неполный февраль месяц уже не впустили 127 иностранных граждан на территорию Республики Абхазия. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Китая. То есть один гражданин Китая тоже пытался въехать на территорию Республики Абхазия. В год приблизительно приезжают от 3,5 до 5 тысяч иностранных граждан, то есть трудовых мигрантов. Что очень серьезно, все ответственно к этому относятся. Пограничная служба, таможенная служба, соответственно, мы никого не пропускаем. Даже вот есть у нас маршрут железнодорожного пути. Иностранные граждане думали, что они по этому пути могут пройти, но пограничная служба приводила их к нам, паспорта давали, мы их выдворяли. Между тем, в соседней Грузии официально подтверждены 2 случая заражения новым типом коронавируса. Об этом заявила накануне глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе. В связи с этим Южная Осетия приняла решение о полном закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на юго-осетино-грузинской границе. Что касается абхазо-грузинской границы по реке Ингур, то, как сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии, здесь также введен карантин, а выдача пропуска в Грузию для жителей Галского района уже приостановлена. Ограничения по пересечению границы коснутся и жителей других районов. По противодействию распространения в республике коронавирусной инфекции создан межведомственный штаб. В состав штаба вошли Министерство здравоохранения и социального обеспечения, МЧС, СГБ и Генеральная прокуратура. В Абхазию в ближайшее время должны прибыть мобильные санитарно-эпидемические бригады со спецтранспортом, а также бригады врачей-эпидемиологов и инфекционистов Минздрава России. Кроме того, республике будет оказано содействие в обеспечении необходимыми медикаментами, расходными материалами, диагностическими тест-системами и средствами индивидуальной защиты. Бригада медиков санитарно-карантинного поста, работающая на границе по реке Ингур с закрытием на карантин, продолжит свою работу в усиленном режиме. Аналогичный санитарно-карантинный пост будет создан и на границе по реке Псоу. Необходимое оборудование для него, в том числе специальные тепловизоры, будут поставлены в республику в ближайшее время. Минздрав Абхазии также обратился за помощью к международным организациям ВОЗ, ООН и Евросоюзу. В республике будут подготовлены медицинские учреждения для проведения 2-недельных карантинных мероприятий при подозрении на наличие у пациентов коронавируса, а также 2 медицинских учреждения для оказания при необходимости стационарной медицинской помощи заболевшим как коронавирусом, так и другими вирусными инфекциями. Сегодня же исполняющий обязанности президента премьер-министр Валерий Бганба обсудил с генеральным прокурором Адгуром Агарба и его заместителем Русланом Тарбо механизм реализации распоряжения о запрете иностранцам въезда в Абхазию. Кроме того, Валерий Бганба встретился с руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям. Участники совещания обсудили возможность установки мобильного госпиталя, вопросы подготовки учреждений к осуществлению необходимой диагностики. На данный момент профильными ведомствами ведутся переговоры с международными организациями о возможности оказания содействия в поставках средств индивидуальной защиты высокого класса. Глава правительства обратил внимание чиновников на необходимость усиления карантинных мероприятий и контроля за исполнением ограничительных мер. И к другим темам. Завершается ремонт и строительство объектов, восстанавливаемых в рамках инвестпрограммы 2017-2019. Однако работы на некоторых из них отстают от графика. Кроме того, республика готовится к началу реализации проектов уже в рамках следующей инвестиционной программы на 2020-2022 годы. Какой пласт работы предстоит выполнить специалистам в ближайшее время? Об этом наш следующий репортаж.
Управление Абхазии по строительству выступает единым заказчиком по возведению и ремонту объектов республики, а также осуществляет контроль за качеством работ и сроками их выполнения. За последние несколько лет в рамках российской инвестиционной программы на 2017-2019 годы в Абхазии отремонтировано и отстроено немало объектов. Однако часть из них все еще не сдана в эксплуатацию, так как ремонт здесь не завершен. К примеру, детский сад в Ачимчире планируется к сдаче в ближайшее время. А в Гагарской средней школе номер 1 в течение 2 недель основные работы будут завершены. Завершаются мероприятия по капитальному ремонту распределительных сетей электроснабжения по всем районам Абхазии. Там очень крупномасштабный проект такой был в рамках реализации инвестпрограммы. По всем районам, практически по всем селам. Ведутся работы по реконструкции канализационных насосных станций в городе Гагара. 4 из 5 уже завершены. В Гудаутском районе в селах Гудзурхуа, Кланурхуа, Дурипши, Абгархук ведутся работы по прокладке водопроводных сетей. Планируется, что в ближайшее время тоже работы будут завершены. В новой инвестпрограмме на 2020-2022 годы, уже утвержденной межправкомиссией, также предусмотрено строительство объектов социального значения. Одним из основных станет строительство новой детской больницы в Сухуме на территории республиканской больницы. Кроме того, в инвестпрограмму включен капитальный ремонт многих автомобильных дорог республики. В городе Новый Афон предполагается капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей. Предполагается строительство, первый этап строительства очистных сооружений в селе Приморское. Капитальный ремонт центральной автодороги, которая ведет в курорт Пицунда, с центральной трассы до курорта Пицунда. Капитальный ремонт дорожного покрытия поселка Цандрипш. И, в принципе, очень много объектов по всему району включили в новую инвестпрограмму. В городе Сухум, допустим, это улица Джонуа, Базинская, Гулия. На данный момент Государственное управление по строительству занимается разработкой проектно-сметной документации по всем объектам, включенным в новую инвестпрограмму. К концу апреля документы должны быть готовы и одобрены для их последующего утверждения на следующем заседании межправкомиссии. Только после этого начнется финансирование и реализация мероприятий. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 27 февраля представители средств массовой информации Абхазии отмечают профессиональный праздник, который приурочен к дате выхода первого номера газеты «Апсна» 27 февраля 1919 года. С праздником журналистов Абхазии поздравил исполняющий обязанности президента премьер-министр Валерий Бганба. Средства массовой информации играют огромную роль в строительстве независимого демократического государства. От работы журналистов, объективности, понимания сложных процессов, происходящих во всех сферах жизнедеятельности страны, зависят общественные настроения и эмоциональная атмосфера общества. Довольно трудно переоценить значимость средств массовой информации как важнейшей составляющей общественной, политической, культурной и социальной жизни нашего государства, отмечается в частности в поздравлении исполняющего обязанности главы государства. В Абхазском государственном институте гуманитарных исследований завершилась научная сессия, посвященная столетию со дня рождения известного историка, первого ректора Абхазского государственного университета Зураба Анчабадзе. Репортаж Гугу Савардания. Ватикана и Абхазии. Религиозная экспансия Ватикана и Абхазии, абхазская историография периода 19-20 веков, неизвестные пьесы Георгия Гулия, Абхазия в Большой советской энциклопедии, археологические исследования Великой Абхазской стены. Эти и многие другие интересные доклады были представлены на итоговой сессии, посвященной столетию со дня рождения Зураба Анчабадзе. За 2 дня работы ученые, археологи, этнологи и литературоведы делились между собой проведенными исследованиями в различных сферах, задавали друг другу интересующие их вопросы. Все доклады, зачитанные в рамках научного форума, были связаны с трудами известного историка. Его книги стали краеугольным камнем нашего абхазоведения исторического, но, конечно, с некоторыми коррективами времени. Там были доклады, посвященные античности, ранней, поздней, потом новому времени. Много интересных было докладов. Ну и по археологии, естественно. Это тот человек, который в своих исторических работах всегда использовал археологический материал.
Один из таких докладов был посвящен предварительным исследованиям на территории археологического комплекса «Балан» в селе Дюбжа. Раскопки в данной местности ведутся совместно абхазскими и российскими учеными. Данная территория была выбрана археологами не случайно. Эта территория, конечно же, была выбрана еще и потому, что она находится на территории, которая давно, так сказать, известна как, возможно, один из центров существования одного из Диоскурии. Здесь залив Искурия, мыс Искурей, и поэтому здесь вот 3 года назад мы начали наше изучение с пешей разведки. Сначала были выявлены значительное количество памятников. Работы Зураба Анчабадзе сегодня служат основой для исследований в различных сферах. Они по праву входят в золотой фонд отечественного кавказоведения, советской исторической науки, успехи и достижения которой вряд ли могут быть оспорены или поставлены под сомнение. Труды Анчабадзе – это важнейший этап становления абхазской науки. Зураб Вианорович, он еще, я хотел бы напомнить, многие забыли об этом, не знают, он еще оппонировал Мелетинскому по фольклору в Москве, в Институте мировой литературы, я там присутствовал, а Мелетинский – это мировая величина, это фольклор. Так что он был разносторонним. Подводя итоги сессии, посвященной столетию со дня рождения Зураба Анчабадзе, ученые отметили, что за 2 дня была проделана огромная работа. Научная конференция прошла динамично, было услышано много интересного и нового. Гугу Савардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В этом году Сухумскому ботаническому саду исполнилось 180 лет. История знаменитого питомника начинается с середины 19 века, со дня, когда в этом месте решил развить свой сад лекарь Владислав Погреновский. За время существования питомник пережил немало событий. Однако одно неизменно – Сухумский ботанический сад и тогда, и сейчас является символом и визитной карточкой столицы. Сухумский ботанический сад берет историю с 30-х годов XIX века. Будучи еще небольшим садом лекарственных растений, с годами он приобрел широкую известность и популярность. На сегодняшний день главной достопримечательностью ботанического сада является кавказская липа, которой более 350 лет. Она росла здесь еще со дня основания этого места. Кавказская липа, расположенная в центре Сухумского ботанического сада, имеет давнюю историю. Именно вокруг нее был создан сад-огород лекаря Сухумского военного гарнизона Владислава Погреновского. Спустя 2 года начальник Черноморской линии укреплений, друг великого русского поэта Александра Пушкина Николай Раевский, перевел сад на попечение казны в военное ведомство под названием Сухумский военный ботанический сад. С тех самых пор на протяжении 180 лет ботанический сад создавался усилиями многих энтузиастов, естествоиспытателей, ученых-ботаников и растениеводов. Наш ботанический сад – это старейшее научное учреждение не только Абхазии, но и Европы. Я хочу сказать, что ботанический сад имеет огромное воспитательное значение. Это является музеем естественной истории под открытым небом. Наш ботанический сад знают во всем мире. Он один из красивейших садов, был на подсоветском пространстве. Входил всегда в десятку лучших из 400 ботанических садов СССР. Площадь ботанического сада составляет около 60 гектаров, 5 из которых относятся к демонстрационной части. На сегодняшний день здесь произрастают около 5000 видов растений, за которыми ухаживают 10 садоводов. Ежегодно коллекция парка пополняется новыми экземплярами. Мы имеем научное сотрудничество с многими ботаническими садами Европы, России, Средней Азии. Когда там бывают юбилейные конференции, они нас приглашают. Как правило, мы с собой везем самые ценные для них растения, которые они желают. И когда мы возвращаемся, с собой берем то, что нет у нас. За время существования ботанический сад пережил в своем развитии немало взлетов и падений. В период русско-турецкой войны он не раз подвергался опустошению турками. Также большой ущерб саду был нанесен во время Отечественной войны народа Абхазии. Из-за попадания более 120 бомб и снарядов этой территории был причинен непоправимый ущерб. Во время войны был нанесен колоссальный ущерб. 800 таксонов уничтожены.
Значит, теплица, которая у нас здесь была, она полностью была разрушена. Эти потери мы собираемся восстановить, но для этого надо восстановить теплицу. Эти нашими силами мы не сможем. Но надеемся на поддержку Академии наук и правительства Абхазии. Есть надежда, что мы это сможем построить. На базе Сухумского ботанического сада функционирует Институт ботаники Академии наук Абхазии, в котором работают около 100 ученых и специалистов. Наш ботанический институт имеет 5 отделов. До войны было их около 10. Это отдел флоры и растительности, отдел интродукции, отдел цветоводства, отдел дендрологии. И в прошлом году мы создали отдел защиты растений. Он крайне важен. Еще надо создать отдел анатомии, отдел биохимии, отдел физиологии. Ну, мы надеемся, что правительство и Академия наук помогут, и эти отделы будут созданы. Наши ученые, как правило, систематически выезжают в зарубежные юбилейные конференции, печатают там их труды, выступают с докладами. У нас сейчас 4 аспиранта. Излюбленное место посетителей – это территория вокруг многовековой Кавказской липы. Специалисты Института ботаники называют ее патриархом всех растений сада. Ежегодно под липой творческая интеллигенция Абхазии отмечает день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. А совсем недавно на территории ботанического сада появился вольер с павлинами, который привлекает внимание взрослых и детей. Сухумский ботанический сад давно стал символом и визитной карточкой столицы Абхазии. Его работа поддерживается в том числе благодаря продаже билетов. Ежегодно их приобретают более 50 тысяч туристов. Граждане Абхазии посещают ботанический сад бесплатно. Войдя в ворота одного из старейших ботанических учреждений Кавказа и Европы, посетителям предстоит познакомиться с большой и уникальной коллекцией растений, география происхождения которых обширна. Все это формирует своеобразный музей живой природы под открытым небом, который не один век оставляет неизгладимые впечатления в сердцах посетителей. Саид Джарсаля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Мы продолжаем трансляцию бесед с участием кандидатов в президенты и вице-президента Абхазии. Сразу после информационного выпуска смотрите беседу с участием кандидата в вице-президента Республики Абхазия Бадры Кунба. А сейчас информация о погоде. По информации Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, местами туман. Днем временами дождь, возможно гроза. К вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 9-14. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.